Неделя позади, и сейчас самое время остановиться, оглянуться и разобраться, что действительно было важным среди потока новостей. В нашем выпуске главные события, цифры и смыслы. Вместе с коллегами итоги недели буду подводить я, Артур Шамсудинов. И вот основные темы выпуска. Отразили воздушную атаку. Мы отфиксировали уничтожение 18 из 32 уничтожений. Все остальные либо были подавлены. На неделе Башкортостан подвергся самому массовому налету беспилотников, что говорили на экстренном совещании оперативного штаба, которое прошло в Салавате. Большие возможности малого бизнеса. Работать с маркетплейсами очень удобно, потому что практически в каждом доме есть пункты выдачи заказов, люди заказывают. Маркетплейс Wildberries поддержит башкирских предпринимателей. Это прекрасная возможность, там и льготные условия, и возможность обучения, и система наставничества будет. Цветок Курая высотой в 100 метров. Башни, они завершены, водоотведение, ливневка, все это сделано. В Уфе завершили строительство последней 7-й жилой башни Уфимского межвузовского кампуса. Здесь же трехместная комната, у каждого своя кровать, свое рабочее место. Предусмотрели даже холодильник. Проверка здоровья традиционным способом и при помощи новых технологий. Современная медицина, здравоохранение, оно позволяет выявлять эти заболевания на ранней стадии. В республику вернулся всероссийский проект по ранней диагностике раковых заболеваний «Онкопатруль». Башкортостан на неделе пережил самую массированную атаку беспилотников. Под прицелом было предприятие «Газпромнефтехим Салават». К счастью, по официальной информации обошлось без пострадавших. Обломки сбитых БПЛА упали на территории промзоны. Ради Хабиров в тот же день провел в Салавате выездное заседание оперативного штаба. Обсудили усиление защиты стратегических объектов, также рассмотрели вопросы работы промышленности в условиях рисков террористических атак, межведомственного взаимодействия в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, предупреждения и оперативного реагирования на диверсии. В беседе с журналистами глава Башкортостана рассказала о последствиях вражеской атаки. Это самая массированная атака произошла. 32 беспилотных, которые мы отфиксировали, 32 беспилотных аппарата прорвались и, соответственно, территория ГПНС. Это первое. Второе. Мы отфиксировали уничтожение 18 из 32 уничтожений. Все остальные либо были подавлены, либо, соответственно, потеряли ориентацию. Соответственно, сейчас мы ищем его по всей территории, в том числе Стерлитамакского района. Поэтому я и жителей прошу, если увидят, разбившийся беспилотный аппарат, обязательно сообщать, потому что там, соответственно, взрывчатый объем есть достаточно серьезный и могут быть последствия негативные. Скажем так, совместными усилиями Министерства обороны, здесь достаточно сильная эшелонированная оборона, которой мы занимались, Министерство обороны, МОГИ предприятия и, соответственно, наш БАРС здесь отрабатывал. Поэтому, в принципе, сегодня, как говорится, достаточно серьезный бой был. Теперь по последствиям. Первое. Ни раненых, ни погибших нет, что важно. Второе. Было несколько очагов воспламенения. Проблема больших нефтеперерабатывающих заводов в том, что даже вне попадания, если происходит, там эти постоянные эстакады, кабели, трубы, насосы и так далее, соответственно, возникают пожары. У нас было несколько очагов. Пострадали эстакады, которые подают, соответственно, ресурсы, газ, электрические кабеля и так далее, потому что они были подвержены горению. Предприятие, в принципе, в ближайшее время, уже сегодня они в круглосуточном режиме приступят к восстановлению работы предприятия. Полагаю, что в течение нескольких дней предприятие выйдет на прежние объемы работы. Продолжаем дальнейшее усиление, опять же, пассивной безопасности, она эффективна, активной безопасности. Топливный вопрос снова стал главной темой для автомобилистов. На заправках вновь начали выстраиваться километровые хвосты, как в столице, так и в районах, где ситуация оказалась еще острее. На ежедневных брифингах, посвященных этой теме, отметили, что трудности возникают в том числе из-за того, что закрылись около 20% частных заправок. Поток автолюбителей направился на станции крупных сетей, и нагрузка на них выросла.
На улице Аврора, там заправка есть башня нефти, но там 95-го не было. Его и всю ночь не было, и утром не было. Бензовоз сказали, что ждут, но нет. Как относитесь к ситуации? С пониманием. Бензин на грани, надо ехать в район, а в районе, соответственно, там тоже очереди. Соответственно, приходится жертвовать рабочим временем. Ладно, руководство пошло на уступки, поэтому я взял возможность сейчас есть постоять еще полчасика, а потом нужно на работу. В середине недели ситуация с очередями на заправках начала улучшаться. Оперативный штаб по контролю за топливом каждые 3 часа получает информацию с АЗС. При этом продолжает действовать запрет на отпуск бензина в канистры. Также в Башкортостане прорабатывает возможность заранее сообщать водителям в очередях, если на АЗС заканчивается 95-й бензин. Кроме того, идет и постоянный контроль качества. Мы, кстати, одни из лучших по глубине переработки нефти. У нас совершенные технологии, заводы одни из лучших. Они модернизируются постоянно. То есть как раз Министерство промышленности, мы периодически с Раисом Фаритовичем проводим инвестиционные часы, где, скажем, докладываем Раису Фаритовичу о тех проектах, которые у нас есть по нефтепереработке. Эти проекты действительно реализуются, и мы по качеству бензина мы его всегда держим на соответствующем уровне. И то, что сейчас идут разговоры, снизить до Евро-3, конечно же, нет. У нас Евро-5, Евро-6, то есть соответствует всем требованиям. В Уфе завершилось строительство последней 7-й жилой башни Межвузовского кампуса. В остальных монолитные работы были закончены еще в июне. Общая готовность второй очереди уже более 70% и откроет ее до конца года. Строительство ведут в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». К слову, Башкортостан занял 1-е место в федеральном рейтинге по созданию кампусов. Обо всем по порядку в материале нашего корреспондента Алии Ильтубаевой, которая побывала на стройплощадке. 29 этаж, почти 100 метров. На самой высокой башне «Альфа» уже развивается российский триколор. Так подрядчик показывает, что ее стройка завершена. И именно с «Альфа» началось возведение второй очереди Межвузовского кампуса. Сам проект напоминает распустившийся цветок курая. На подходе уже последний лепесток. Последняя башня, да, у нас осталась БТ-2. Это тоже, как мы видим, парапеты заканчивают. Последние этажи в течение 10 дней. Дельта-1, Дельта-2 уже сделана гидроизоляция кровли. Сейчас, где мы стоим, 4-й участок и все остальные участки тоже гидроизоляция. Весь пирог кровли выполнен. Подрядчик уже возвел перегородки из кирпича и газоблока. Силы бросили на фасад, чтобы качественно провести обшивку из гипсокартона. На территории разрабатывают грунт и прокладывают наружные сети к зданию. На каких-то башнях сделано уже практически 80%, а на других башнях процентов 30-40, в пределах 50%. В самом кампусе ведутся работы по устройству и обеспечению водоотведения и водоснабжения, то есть системы канализации и подводки горячего и холодного водоснабжения. Помимо этого, в том числе идет устройство систем отопления. В полу сшиты полиэтиленом. Каждая из башен носит имя всемирно известных ученых, поэтому и дизайн внутри будет индивидуальным, со своей стилистикой, зонами и цветовым решением. По сути, остается чистовая отделка, восстановить перегородки ГКЛ, покровка, устройство полов, устройка плитки на полах, устройство лифтов, и двери. Сейчас идет предчистовая отделка помещений конференции зала и зала переговорных. В будущем будет такая утилизация помещения холла. На территории студенческого кампуса будут проживать порядка 4000 студентов. Например, сейчас мы находимся в общежитии. Здесь будут 2-, 3- и 4-местные комнаты. Здесь же 3-местная комната. У каждого своя кровать, свое рабочее место. Предусмотрели даже холодильник. Можно будет подключить и микроволновку, есть и свой санузел. Высокий гостиничный уровень, панорамные окна на реку Белую. Заселиться сюда ребята смогут уже в 2027-м. В целом общий стилобат объединит ряд объектов. Коворкинги, библиотеку, кафе, спортзоны. Построят даже детский сад для студентов, которые уже стали родителями. Когда видим уже более-менее завершающийся объект, мы понимаем, что проект получился очень интересный, проект очень амбициозный и проект достойный во всех смыслах. Это не общежитие, это среда. Это современная среда для полного гармоничного развития студентов, молодых ученых. У нас в планах завершить его до конца этого года, потому что студенты ждут. В настоящее время
Мы закончили большую часть работ, контейнеры вывезли, остальные переместили. И теперь подготовка к благоустройству производится. Укладка первого слоя асфальта, установка бордюров, подготовка к озеленению и укладку брусчатки. На этом месте будет парковка и проезжая часть. Соответственно, там будет сквер с прогулочными пешеходными дорожками. Ориентировочно сроки окончания работ по благоустройству через месяц. Сроки сжатые. Около 1000 рабочих трудятся круглосуточно, чтобы успеть до похолодания. В сентябре планируют уложить последний слой асфальта, а до конца октября остеклить здание и сделать кровлю. Под одной крышей еще 2 года назад объединили ведущие университеты республики. Тогда при участии президента страны открылся IQ-парк. Школьники и студенты учатся профессиям будущего. А в 2025-м появился геномный центр, где занимаются генетикой, медицинской геномикой и программированием. Показатель эффективности работы Башкортостан занял 1-е место в рейтинге по созданию кампусов. По всем точкам, которые контролируют наши федеральные коллеги, мы везде получили 100%, 100 баллов. И, в общем, будем продолжать на таком уровне и вести этот проект, сейчас его завершая. Ну и потом, в целом, когда он будет работать, уже полноценно войдет в строй, я уверен, что мы всегда будем претендовать на лидерство. Проект стоимостью 27 миллиардов рублей. В таких условиях выпускники школ региона еще больше захотят остаться в родной республике. А значит, они – будущий уникальный кадровый потенциал на стыке IT и естественных наук, который даст новый импульс развитию науки в Башкортостане. Алия Альтубаева, Булат Закирьянов. Итоги недели. Уфа. Большие возможности для малого бизнеса. Башкортостан присоединился к проекту «Платформа роста», которая реализуется компанией РВБ при поддержке Агентства стратегических инициатив. На неделе предприниматели смогли обсудить свои вопросы с исполнительным директором Wildberries Робертом Мирзаяном, а также представить ему свою продукцию, которую они продают на площадке маркетплейса. Тему продолжит мой коллега Азат Садреев. Уфимка Екатерина Зарипова превратила любовь к народному творчеству в хобби, приносящее доход. Профессиональный дизайнер более 5 лет создает сувенирную продукцию с орнаментами в башкирском, русском, татарском и других национальных стилях. Среди ее товаров варежки, воротники, фартуки, маски для сна и многое другое. Спрос растет, потому что люди хотят прикоснуться к истокам, и они берут национальные товары, чтобы подарить бабушкам, тетям, учителям. Продукцию семейного бизнеса на маркетплейсе Wildberries успешно реализует Елена Алексеева из Архангельского района. Среди покупателей черемуховой муки и травяных чаев уже есть постоянные клиенты, а спрос растет с каждым годом. Работать с маркетплейсами очень удобно, потому что практически в каждом доме есть пункты выдачи заказов. Люди заказывают, получают, за короткое время могут получить любой продукт из любого практически города. Так что это очень удобно для нас. Работать теперь не только удобнее, но и выгоднее. Предприниматели Башкортостана стали участниками проекта «Платформа роста», который реализуется компанией РВБ при поддержке Агентства стратегических инициатив. О перспективах малому бизнесу рассказал исполнительный директор Wildberries Роберт Мирзаян. Программа направлена на создание условий для масштабирования регионального бизнеса, обеспечения роста объемов производства и повышения его конкурентоспособности. Те, кто уже прошел годовое обучение, смогли увеличить свои продажи на маркетплейсе до 80%. У нас 41 бренд уже сегодня вступили в эту программу. Мы договорились с компанией, что в течение года мы сможем еще увеличить количество этих компаний. Это прекрасная возможность, там и льготные условия, и возможность обучения, и система наставничества будет, менеджер будет закреплен за каждой компанией, поэтому это действительно возможность увеличить свое производство и свои продажи. По сумме продаж предприниматели из Башкортостана занимают на Wildberries 15 место. Только за прошлый год прирост составил 42%. 11,5 тысяч активных продавцов реализовали свою продукцию более 2 миллионам уникальным покупателям. Мы возрождаем лекарственные растения из разных уголков страны и мира, и только в удобной, актуальной сейчас форме таблеток, капсул. То есть мы привозим лекарственные растения из Гималаев, из Индии, Китая, Эфиопии, разных уголков России. Даже у себя нефтекамских перерабатываем, и вот дальше уже продаем в России и в Казахстан,
Казахстан, Кыргызстан, Белоруссию, Армению и Узбекистан. Коллаборация официально с Союзмультфильмом, она для детских врачей, стоматологов, педиатров убирает у детей страх, тем самым помогает наладить контакт с детьми и то есть облегчает лечение. Насколько вообще востребована такая одежда сейчас на маркетплейсах, как часто заказывают? Вообще отзывы какие от врачей? Очень востребована, у нас очень положительная обратная связь. Врачи прям пишут благодарности, что дети приходят, видят, радуются, улыбаются, трогают. То есть вот этот вот барьер, который мы и хотели убрать, он убирается. Такие истории показывают, у малого бизнеса Башкортостана есть и уникальный продукт, и растущий спрос, и реальные амбиции. Платформа роста станет для предпринимателей не просто инструментом продаж, а полноценной опорой с обучением, наставниками и льготными условиями. Возможности для развития становятся все доступнее, и республика уверенно улучшает свои позиции в электронной коммерции. Маркетплейсы укрепляют доверие к малому бизнесу. Наличие товара на крупных площадках косвенно работает как знак качества и повышает лояльность клиентов. Это дает предпринимателям не только канал сбыта, но и полноценную экосистему для роста. От первых продаж до масштабирования на всю страну и за ее пределы. Азат Садреев, Булат Садреев, Руслан Галямов. Итоги недели. С 1 июня вступила в силу новая семейная налоговая выплата. Она позволяет работающим родителям вернуть часть уплаченного за предыдущий год налога на доходы. Всего у нас в регионе работает порядка 50 мер поддержки семей с детьми. Какие, узнаем в интервью итогов недели. Несмотря на непростое время в стране и в регионе, социальная сфера остается в приоритете. В Башкортостане насчитывается более 470 тысяч семей, воспитывающих несовершеннолетних детей. Среди них более 75 тысяч многодетные. Какие меры поддержки для них существуют? Какие грядут изменения? Узнаем у заместителя министра семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан Ирины Анатольевны Небогатовой. Ирина Анатольевна, здравствуйте. Ну, начнем с базы. Это демография. Не секрет, что в последнее время наблюдается тенденция к снижению рождаемости. И здесь, наверное, не только дело малочисленности населения 90-х, но и изменения ориентиров. Как в Башкортостане работают над этой проблемой? Да, вы правы. К сожалению, демографическая ситуация остается достаточно напряженной, как в целом для всей России. Ну и Республика Башкортостан, конечно, не является исключением. К сожалению, да, финансовые меры, как вы сказали, не являются главными, наверное, в этом случае. Ценностные ориентиры не менее важны, хотя даже, наверное, более важны. Мы часто слышим, когда молодые люди говорят, что сначала карьера, сначала я хочу отучиться, купить машину, квартиру, а потом я подумаю про детей. К сожалению, какие бы ни были финансовые вливания большие, это только немного, может быть, снимет какую-то напряженность в плане их жизненного устройства, так скажем, но, тем не менее, это не будет стимулом для того, чтобы захотеть рожать детей. Для того, чтобы как-то стимулировать рождаемость в нашей республике, конечно же, работают различные программы, в том числе республиканская программа по повышению рождаемости. Это такая комплексная программа, где исполнителями является, конечно же, не только наше Министерство семьи, но и Министерство здравоохранения, просвещения и другие исполнительные органы власти, и некоммерческие организации. Очень много мероприятий эта программа содержит. В этом году мы ее актуализировали, добавили еще ряд мер, которые направлены как на повышение репродуктивного здоровья нашего подрастающего поколения по линии Минздрава, да, так и по обеспечению, вернее, по поддержке студенческих семей, что очень важно. Это и открытие комнат матери и ребенка в наших вузах, это и выплаты какие-то нашими учебными заведениями. Ну и расскажите о конкретных мерах поддержки, связанных с многодетными семьями, и несколько слов о критериях нуждаемости. Ну, вообще отмечу, что у нас мер поддержки семей с детьми более 50 в Республике Башкортостан, в том числе для многодетных. Да, как вы правильно отметили, есть меры поддержки, которые устанавливают критерии нуждаемости, то есть семья должна быть либо малообеспеченной, и есть те, которые без критериев нуждаемости. То есть мы можем говорить, например, о бесплатном об обеспечении бесплатными медикаментами детей до 6 лет, о бесплатном питании школьников из многодетных семей, да?
Это обеспечение школьной формой детей из многодетных семей, школьно-письменными принадлежностями к 1 сентября. Это субсидии, вернее, компенсация оплаты ЖКУ и так далее. Это то, что касается критериев нуждаемости. Их, конечно, очень много. Без критериев нуждаемости, допустим, у нас в республике вот уже некоторое время действуют такие меры поддержки, как компенсация за обучение в колледжах до 50%, но не более 30 тысяч рублей для детей из многодетных семей, для детей из семей участников СВО. Это бесплатный проезд на городском общественном транспорте, это бесплатное посещение музеев, выставок и так далее. То есть мер очень много, и, соответственно, они и многодетным, конечно же, многодетных тоже касаются. С 1 июня вступила в силу семейная налоговая выплата. Расскажите, пожалуйста, что это такое, как этот инструмент будет реализовываться? Да, все верно. Эта семейная выплата стала такой достаточно популярной мерой поддержки, востребованной, которая получает достаточно много семей с детьми. Ее получают все семьи, которые имеют 2 и более детей, которые подходят под определенные также критерии и требования. Это необходимо, чтобы доход семьи среднедушевой не превышал 1,5-кратного размера прожиточного минимума в республике. Конечно же, здесь учитывается наличие имущества, как движимого, так и недвижимого. И если семья всем этим критериям соответствует, то пересчитывается подоходный налог, выплаченный родителями, с 13% на 6%, и вот эта разница родителям выплачивается. И получить эту разницу может как мама, так и папа, то есть оба родителя. Раз в год подается заявление, раз в год эта выплата, эта разница перечисляется на счет родителей. Ну и в год большой и дружной семьи, объявленной главой Башкортостана, хотелось бы узнать, какие форматы популяризации предусмотрены, многодетности, ну и в целом наличие детей в семье. Да, этот год мы проводим достаточно активно. Конечно же, мероприятий проводится очень много. Это, конечно же, семейные конкурсы. Всероссийский конкурс «Семья года», который ежегодно проходит. Буквально недавно мы завершили региональный этап, выявили победителей семей. И если в российском конкурсе 5 номинаций, то в этом году, в связи с годом большой и дружной семьи, мы решили добавить еще 2 номинации. Это приемная семья и спортивная семья. Мы уже подвели итоги республиканского конкурса. Сейчас документы и материалы на победителей отправлены в Российскую Федерацию. И, соответственно, там наша семья примет участие на кремлевской сцене и будет защищать честь нашей республики. Буквально недавно мы узнали приятную новость. Всероссийский конкурс – это у нас семейный, который поддержан президентом Российской Федерации, в котором участвовало более 1300 семей со всей России. Проходил финал у нас в Республике Башкортостан в мае текущего года. 348 семей приняли участие. 5 семей из Республики Башкортостан вошли в число финалистов. Буквально недавно они ездили в Москву на финал. И из всех этих 348 определились победители, в число которых вошла наша семья из Бирска. Это размещение рекламных баннеров. То есть в прошлом году на баннерах по всей республике был Рустам Набиев со своей семьей. В этом году еще одна наша республиканская семья украшает улицы наших городов. На БСТ запущена бегущая строка, сколько детей у нас родилось за этот день, за эту неделю. Ну, соответственно, вот такие вот, казалось бы, может быть, мелкие, но действительно значимые мероприятия, которые говорят о ценности семьи, о многодетности. Мы очень надеемся, что молодежь это увидит, услышит и, конечно же, захочет рожать детей. Действительно, наверное, в этом деле не бывает неважных деталей. Любая вот такая вот история, пиар-компания, она, наверное, способствует главной цели. Ирина Анатольевна, спасибо большое, нашли время с нами пообщаться. А я напомню, что о поддержке семей в Башкортостане мы общались с заместителем министра семьи, труда и социальной защиты региона Ириной Анатольевной Небогатовой. Проверка здоровья, новые технологии и то, что стало уже традиционным. На этой неделе в республике прошел «Онкопатруль» – всероссийский проект по ранней диагностике раковых пациентов. На сегодня заболеваемость в регионе 376 случаев на 100 тысяч человек. Это выше, чем несколько лет назад. Однако причина, как говорят специалисты, не в количественном росте, а именно в ранней диагностике. За счет более эффективной диспансеризации или акций вроде поездов здоровья врачи выявляют больше на местах. Высокую оценку этой работы дал главный онколог страны Андрей Каприн, который в рамках визита провел в регионе сложнейшую операцию. Обо всем по порядку в репортаже Анны Морозовой. Сделаем такой удерживающий круги.
Здесь поставим скрепки. Операция, за которой в режиме онлайн следили медики со всей страны. Участники наблюдали за процессом, слушали комментарии специалистов и задавали вопросы. Случай у 71-летнего пациента действительно очень тяжелый. Началось все несколько лет назад с диагноза рак прямой кишки. Мужчине провели операцию, вывели стому, но через некоторое время диагноз вернулся. На этот раз пострадал мочевой пузырь. И снова лечение, и снова неприятные новости. Онкология затронула еще и предстательную железу. Пациент прошел предоперационный курс химиотерапии, а теперь самый сложный этап – радикальная цистектомия. Мужчине удаляют мочевой пузырь, а затем из участка кишечника формируют внутренний резервуар для урины. Пациент будет 3-4 раза, может 5 раз в день сам себе катетер засовывать в дырочку, выводить мочу. И вот таким образом нам удается продлить жизнь нашим пациентам. Сложнейшую операцию совместно с врачами республиканского онкодиспансера провел главный онколог страны Андрей Каприн. Хирургическое вмешательство стало еще и мастер-классом в рамках онкопатруля. Он помогает выявлять заболевания на ранних стадиях и уже охватил крупнейшие предприятия республики. Вопросы реализации всероссийского проекта директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии обсудил с Радием Хабировым. Андрей Каприн выразил признательность управленческой команде республики за внимание к укреплению онкослужбы. Были на приеме главы республики. Георгий Фаридович очень тревожится за онкологическую службу, это видно. Много помогает, много вложено в службу, поэтому с удовольствием едем. И я должен сказать, что ведь на самом деле без поддержки онкопатруля невозможно и Министерство здравоохранения. Лично Михаил Альбертович Мурашко подписывает нам командировки. Несмотря на то, что сейчас, в общем, это не очень простое дело и затратное, мы понимаем, что нужно работать в регионах. Ранее в республике проверку здоровья уже прошли работники таких предприятий, как Башкирская содовая компания, Салават Стекло и Уфимские моторы. Проект «Онкопатруль» республика встречает уже в 5-й раз, и с каждым годом он проходит все масштабнее. Затрагивает больше предприятий, врачей и, конечно, пациентов. В этот раз особое внимание будет уделено женщинам с диагнозом рак молочной железы. Получить консультацию они смогут у специалистов федерального центра. А если точнее, уже получили. Онкопатруль на этой неделе отправился в Нефтекамск на один из ведущих автомобилестроительных заводов России «НИФАС». К Андрею Дмитриевичу обратился глава города Нефтекамск. Он сказал, что есть предприятия, которые готовы участвовать в этом проекте. И вчера команда онкопатруля выезжала и осмотрела там большое количество сотрудников, выявила подозрения на заболевание. Конечно, мы будем с этой категорией пациентов работать. Также в Нефтекамске прошла серия мастер-классов для врачей первичного звена. Человек же не идет в онкологическое учреждение, когда у него что-то заболело. Он сначала идет к своему участковому терапевту. Терапевт направляет его к какому-то узкому специалисту в соответствии с теми симптомами, на которые человек жалуется. И вот здесь мы должны помочь нашим коллегам не пропустить, отреагировать на нетипичный симптом. Мы все время говорим, не надо залечивать пациента, направьте его к онкологу. Важнейшее событие проекта – научно-практическая конференция. В программе тематические секции, мастер-классы и междисциплинарный диалог по реабилитации раковых пациентов в неонкологических медучреждениях. За первое полугодие 2026-го число опухолевых заболеваний в республике снизилось более чем на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Произошла революция в онкологии, как в диагностике, так и в лечении. У нас появилось самое современное оборудование. Нам доступны самые современные методы диагностики, как эндоскопические, малоинвазивные, так и молекулярно-генетические. Нам доступны самые современные ускорители. Мы лечим наших людей сегодня по всем самым передовым методикам. Доступны самые современные противоопухолевые лекарственные препараты и таргетная иммунотерапия. И чтобы все это работало, для врачей, особенно молодых, необходима практика с опытными наставниками, говорят специалисты. А вот пациентам важно регулярно проходить диспансеризацию, участвовать в акции «Поиск здоровья». Благодаря медицинскому комплексу только в прошлом году удалось выявить более 27 тысяч различных заболеваний, в том числе и онкологических. Анна Морозова и Роберт Давлетбердин. Итоги недели.
На неделе депутаты единогласно освободили Радмира Мавлиева от должности мэра столицы. Решение приняли на внеочередном заседании Горсовета, где кадровый вопрос был ключевым пунктом обсуждения. В качестве аргументов о расторжении контракта народные избранники привели весьма любопытные факты. Обо всем подробнее далее. Накануне заседания в муниципалитет поступило официальное извещение о том, что Мавлиев лишен допуска к государственной тайне. Отсутствие этого документа не позволяет гражданину выполнять функции главы городской администрации. Вчера вечером в Совет поступило официальное уведомление от 13 июля текущего года за номером 1228 ДСП о прекращении допуска Мавлиева Радмира Рафиловича к государственной тайне. В соответствии с пунктом 3 раздела 8 контракта с главой администрации городского округа города Уфа Республики Башкортостан Мавлиевым Радмиром Рафиловичем от 22 марта 2022 года контракт подлежит расторжению в случае прекращения допуска его к государственной тайне. Радмир Мавлиев сейчас находится под следствием. Он фигурант уголовного дела по подозрению в превышении должностных полномочий и получении взятки. Во время прений депутаты Горсовета высказали свои оценки происходящим событиям. Они выразили негодование и резко осудили коррупционные проявления и аморальное поведение мэра. Я абсолютно согласен с этой постановкой, потому что в последнее время просто на всю власть у нас идет поток грязи. И уже этот поток грязи идет не только от СМИ, от простых жителей. Вот в 16-й школе собирались, мне дважды сказали: вы там площадками торгуете. Я говорю, площадки сейчас не проводятся публичные слушания, это администрация решает. Вы все одним миром мазаны. Мы ведь понимаем сейчас, вот эта вот мерзость вся идет в прессе, что это все накладывает отпечаток на всех нас. У нас сейчас идет специальная военная операция, бабушки там получают от 15 тысяч пенсию. Бойцы у нас за месяц получают 200 тысяч. Родину защищают, кровь проливают, каждый день рискуют. А тут за 5 минут там почти 200 тысяч тратятся на девушек легкого поведения. Коррупционная составляющая понятна, но аморалка — это вообще беспредел. В воздухе витает всякая информация, и экскортницы, и коррупция, и судьи из Татарстана. Вот. Я и порекомендовал бы Совету судей обратить на это внимание. Действительно, коллеги, у нас есть информация о том, что гараж администрации Уфы использовался для перевозки судей из Татарстана. По этому поводу мы проведем проверку и напишем обращение и в Совет судей Республики Башкортостан, Высшую квалификационную комиссию судей России и квалификационную коллегию судей РБ. Помимо этого, депутаты направили обращение в Следственный комитет с просьбой проверить, действительно ли служебный автопарк столичной администрации использовали в личных интересах судьи из Татарстана, которые в последние годы переехали на работу в Башкирский Верховный суд. Такие услуги создают прямой конфликт интересов. Это ставит под сомнение объективность будущих судебных решений, говорится в обращении. В частности, речь идет о перевозках указанных судей, а также членов их семей и личного имущества, в том числе подарков, в Казань и обратно в выходные дни. Данные действия предположительно осуществлялись по инициативе руководства Верховного суда РБ, учитывая, что в настоящий момент бывший глава администрации Уфы Р.Р. Мавлиев, обвиняемый в совершении тяжких коррупционных преступлений, освобожден из СИЗО и пользуется исключительно мягкой мерой пресечения, полагая, что вышеуказанные факты создают объективные условия для конфликта интересов и ставят под сомнение беспристрастность принимаемых судебных решений, что требует обязательной проверки для исключения любых злоупотреблений. В самой Фемиде комментировать информацию отказались. Председатель Верховного суда Башкортостана Раиль Шайдуллин просто бросил трубку. Вы зачем мне на личный номер звоните? Вот не это нужно звонить, номер, хорошо? по которому мы смогли с вами связаться. Мне, как гражданину города Уфы, за свой родной город стыдно. Стыдно отвечать экипажу подводной лодки Уфа, пограничному кораблю Уфа о том, что у нас происходит. Сейчас тяжелое время. Все работают для фронта, все для победы. И в этот период вот такие вот какие-то темные дела происходят. На голосовании депутаты проявили единодушие и единогласно освободили Радмира Мавлиева от занимаемой должности. По информации из СМИ, экс-градоначальник с данным решением не согласился и уже выразил намерение его обжаловать.
Реконструкция парка Ленина, прорыв IT-технологий в республике и новый сорт цитрусовых уфимского лимонария. Об этом и других событиях, без которых информационная картина уходящих 7 дней была бы неполной, в новостях короткой строкой. Завершить реконструкцию парка имени Ленина планируют к октябрю 2026 года. Ради Хабиров на неделе ознакомился с ходом работ. Общественное пространство обновляют по программе формирования комфортной городской среды. На данный момент строители отреставрировали гранитные ступени, смонтировали амфитеатр и установили чаши 2 фонтанов. Также возводится здание-кафе, прокладываются инженерные сети и укладывается брусчатка. Парк имеет статус объекта культурного наследия, поэтому работы держат на особом контроле. Бизнес, власти и общество встретятся в Сибае. С 13 по 15 августа там пройдет Всероссийский инвестиционный Сабантуй Зауралье. Подготовку к форуму обсудили на заседании оргкомитета в правительстве Башкортостана. Главная тема мероприятия – экономика победы. Участников ждут деловые сессии, круглые столы и международный форум бизнес-шерифов. Также в рамках Сабантуя проведут региональный форум «Сильные идеи для страны». Гостям представят конное шоу к 215-летию башкирских полков и фестиваль «Ритмы кочевников». Мероприятие традиционно соберет на одной площадке представителей бизнеса, власти и общества для поиска новых решений и укрепления партнерских связей. Башкирские айтишники разработали новую операционную систему «Союз», которая может стать полноценной альтернативой зарубежным аналогам. Программное обеспечение было создано по инициативе военно-спортивного фонда Башкортостана. Новая операционная система отличается повышенным уровнем безопасности, имеет полную совместимость как с современными программами, так и со старыми. При этом создатели отмечают удобство ее использования и быстродействие. К слову, именно в рамках этой системы был создан браузер «Восток», о разработке которого ранее рассказывал Радий Хабиров. Он включен в единый реестр отечественного ПО. За счет собственного центра сертификации отечественные сайты работают бесперебойно. В Буздякском районе прошел съезд представителей башкирского рода Канглы. Вначале состоялась торжественная церемония открытия памятного камня в селе. Сотни лет назад эти земли были центром Канглинской волости. Среди канглинцев было много военачальников и представителей искусства. К примеру, поэт Шейхзада Бабич. В фойе Дома культуры были представлены шежере различных семей. А в актовом зале общественники и ученые обсудили проблемы сохранения исторической памяти, пути развития и воспитания подрастающего поколения в духе традиционных ценностей. Финальным этапом съезда стало посещение исторических мест рода Канглы. В Бирском районе начался новый сезон археологических раскопок. В работах на Бирском могильнике задействованы студенты, волонтеры, а также специалисты Центра археологического источниковедения. Возраст памятника оценивается примерно в 1500 лет. На сегодня исследовано до 15% всей площади объекта. Сейчас специалисты ведут работы на участке, датируемом IV веком нашей эры. Участники экспедиции уже вышли на уровень погребений. В числе первых находок фрагмент ножа и серьга. Сорт помела под названием «Уфимский» может появиться в стране. Лимонарий подал заявку на его регистрацию. Сейчас специалисты ведут наблюдение за урожайностью растения, чтобы доказать, что экзотический фрукт можно успешно выращивать в условиях закрытого грунта в средней полосе России. За 35 лет в нашем лимонарии уже вывели и внесли в госреестр 5 сортов цитрусовых, включая лимоны Салават, Урман, Ляйсан и цитроны Зиля и Уралтау. Осенью планируется подать заявку еще на один новый сорт уфимской папайи. Вот такими были итоги недели. Мы не ставим точку, а скорее многоточие. Я и мои коллеги продолжим следить за развитием событий и обязательно расскажем вам о самом важном в следующих выпусках. Оставайтесь на БСТ.